Тулан бежит. Вот он. Туланы, поздоровайся. В модном ошейнике сегодня он. Тула, похвалы. Первый перекор. Всем большой привет. В общем, сегодня мы с Туланом пошли на охоту. Будет охота на глухарей, я так думаю. Именно, как сказать, не на рябчика сегодня охочусь я, а именно глухари, косачи, рябчики, если будут, тоже хорошо. Пока идем вот по такому сосновому лесу, вот такая тайга здесь, сосновый лес. Сейчас включу навигатор, также включу у Тулана этот ошейник. Ну, сколько прошли пешком, уже мы идем. 42 минуты уже я иду. 42 минуты. Что-то я думал 20 минут иду. Нифига. Быстро время летит. Вот. Погода сегодня у нас солнечно. Всю ночь шел дождь. Ветер просто офигеть какой. Ветер очень сильный, до 15 метров в секунду. Вот. Ну что, приятного вам просмотра. Буду снимать, показывать, кого увижу, кого удастся добыть. Путь нелегкий, скажу. Идем вот по такому, такой мох. Очень много вот такой кустарников. Будут, конечно, и болота еще впереди, и волока, и вырубки, и все. Так что приятного вам просмотра. И обязательно, ребят, поддержите фильм, канал лайками. Подписывайтесь. Также подписывайтесь в телеграм-канал, где я выкладываю фотографии. Все, а мы сейчас включим навигатор и идем дальше. Идти нам целый день. Такой маршрут выбрал. Тоже навигатор достану. Самое главное, тебя включил, чтобы не потерять. Дальше будет интереснее, намного интереснее. Чтобы я знал тебя, если что. На каком расстоянии лаешь. Это важно для меня. Все. Идем. Этрикс 20 пользуюсь много лет уже. Так, подожди. Забыл уже, как включается. Вот. Навигатор Этрикс 20. Ну и погодка. Сегодня хорошо, что дождя нету. Вода уже начала прибывать, между прочим. Это хорошо. Такие хорошие места прохожу. Здесь какая-то вырубка. Там вроде как средняя, прочее как попадалась. Ну вот. Сюда она зашла и думаю, лучше обойду вас здесь. А включился, чтобы показать на будущее охотникам, кто не в теме. Вот старый пень. Вон труха. Вот труха, видите? Но он стоит, береста. Вы топором срубите бересту и просто вытащите. Вот это гнилье там останется, пень. А это все просто он раздевается. И вот вам сушина. Даже не сушина, а вот это получается кедр. А, здесь кедрачи. Вон, смотрите, все деревья, кедры. Шишек не вижу. Это сломанный кедр, смотрите. И вот сюда можно уже капкан установить на куницу. Под этими ветками. Ну, имейте в виду, это подсказка, кто не знал. Ищите гнилую березу, вот, где вот внутренность, вообще труха. И нужный размер где-то сантиметров 60 нужен. Вон Тулан меня потерял, едят. Ладно, если там вот так включаюсь, ребят, пока ничего интересного нету. Идем дальше. Даже если до медведей нету, чтобы ходили. Ребят, смотрите, кругом лес. Ну, такое сырое место. Сам удивлен, в шоке от того, что я увидел. Это здесь просто куча крупной клюквы. Вон.
Бывает на пустыре клюквы нет, а здесь просто вот такой пятачок, просто как ковер и в изобилии, такой вот темного цвета, крупные, именно крупные, хорошие. Фу. Давайте попробуем. Сейчас на вкус попробую. Бывают сладкие, бывают вообще кислые. Вот где витамины. Клюква снижает давление, как это называется? Артериальное давление. Мама не говорила. Везде клюква. Жалко оставлять прямо. Вот, а брусника повышает давление. Вот когда у вас низкое давление, ешьте бруснику, он повышает. А если у вас высокое давление, зашкаливает, быстренько сделайте морс или так. Просто жуйте, ешьте, глотайте вот это клюкву, и давление у вас нормализуется. Вот такие моменты иду рассказываю. Дошел до ельника. Очень много выворотней, елок. Охренище наводила тут. Свежие. Это нет, а вот здесь прям полоса вот повалила. Вот, пожалуйста, опята на березе. Тишина пока, ребята, вообще. Столько прошел по сосновому лесу, даже косачей не было. Не знаю почему. Где они, эти птицы? Возле дорог, как бы, водители видят на трассах, на лесных трассах. А возле болот что-то я не увидел их. Капец ветрено сегодня. Ужасный ветер. Что там? Пыхтишь там? Что пыхтишь? Держи. Чай. По куску. Хлеб, чтобы на 2 дня хватило нам, парень. Понял? Что? Чой. Не хочет. Устал он. Чой. Ребят, у меня сегодня есть сало, вот смотрите, есть сало, кусок шматок, есть яйцо, но яйцо лучше, это он вообще в хлам этот, мнется, капец он. Яйцо съем. Щой, но больше не рассчитывай, парень. Щой, нянь-то. Нянь-то, щой. Вот и все. Ноша легкая у тебя, парень. Глухаря добудем. Там уже потроха дам. Место идеально для лосей вообще. Подсаду сколько. Кормовая база идеальная. Вот вам. Угу. Вот так вылеча.
Устал. Набегался уже. У нас, ребят, первый привал. Тулан отдыхает. Я на него не кричу, чтобы он искал, там бегал, ищи, там орать, там не работает собака. Нет, лежит. Бежит возле меня, вообще идеально. Ушел куда-то, тоже хорошо. Ребят, не надо там собаку мучать своими криками поиска там еще. Лучше пусть возле тебя он идет рядом. Вы дойдете до свежего следа, и собака побежит. Он будет работать. Поднимет глухаря, или если вы охотитесь на зверя, на медведя или на лося, он побежит за следом, по следу то есть. Нормально, там надо друг друга понимать с собаками. Ровно 2 часа сейчас прошел я. 2 часа прошел. Прошел по сосновому лесу, возле болота. Сейчас уже иду по ельнику, еще примерно осталось от силы 400 метров. Я хотел там возле вырубки чай попить, но решил здесь. Здесь более-менее, ребят, ветер не сдувает. Я не знаю, как там по вырубкам, по дорогам ходить сегодня. Там на деревья гнет. Вообще надежды у меня нету сегодня что-либо на кого-то охотиться. Здесь я вообще никого не видел. За спиной буквально там 150 метров от меня, даже 100 метров, есть рябчик, одна самочка, единственная. Это тоже не очень хороший знак. Выводка нету. Были бы выводки, они бы как воробьи там спорхнули от меня и не улетели куда-то далеко. Они первый раз видят человека, и им интересно. И добыть таких рябчиков легко. Но свистит только самочка. Следы крупных зверей, животных тоже, можно сказать, нету. Но видел там след или лося, или оленя, там старый след. И все, больше никого там не было. Включаюсь по минимуму, потому что нечего снимать. Начну там все подряд снимать. Опять будут ныть некоторые, что вот там Санта-Барбара, там еще, блядь, задолбали. Честное слово. Не нравится, просто уходите с канала, и не надо, блядь, годами смотреть и ныть. Снимаю как есть, ребят, но нету этих, как сказать, глухарей, ни рябчиков. Вот в данный момент 2 часа идем уже, 2 часа. Ни одного выстрела нету. После этого пишут, там ни охотник, ни рыбак. Не видите во мне охотника, рыбака, ищите на других каналах. Без проблем. А мы своего глухаря все равно найдем. Не сегодня, так другой день. Тулан старается как может тоже. В некоторых местах там поиски были, но или куница там ходила, или же рябчик, может, там, или белка там по сваленным деревьям. В одном месте только старые следы куницы там помет видел, там этим, как же, рябиной кормился. Видно, что это куница. Вот и все. Пока в данный момент вот такой результат у нас. Пока все по нулям, одним словом. Но легче идти. Сейчас тоже немножко начал разгружать рюкзак, съел 2 яйца, чай попил 2 кружки. Немножко хлеба дал Тулану и сам тоже съел. Как бы даю Тулану минимум. Придет время, его накормлю на убой. А сейчас надо как бы рассчитать, что у нас есть. Кроме этого еще консервы, конечно, взял. Может быть, даже и с ночевкой сегодня поход будет. Такие дела. Дальше, ребят, попробую я побродить по вырубкам. Очень ветрено, конечно. Вдоль вырубки тоже сыро ходить. Очень много валежников. Попробую. Если здесь ничего нету, что-нибудь дальше придумаем. Снова в лес зайдем. Посмотрим. Пару километров хоть по дороге поброжу. А то я уже заколебался тут ходить. Надо, чтобы ноги отдохнули от этих валежников, от мха.
Ну и также надежда есть увидеть на вырубках косачей. Посмотрим. Если есть, покажу. Не вижу пока. Очень много. Ладно. Поглядим. Небольшой перекур. Надо подостыть. Короче, что у нас? Там прошел по дороге. Ну, я планировал, где-то половину дороги прошел. Там свернул влево. Короче, от дороги. И вот тут справа, смотрите, старая лесопунтовская вырубка. Уже деревья, 20 метров некоторые. Там, если влево идти, там вообще хреново. Там сырое место. Вон Тулан тоже скучает вообще. Тишина, ребят. Тула. Тишина, никого нету, да? Никого не поднимаем. Ну, пока так. Решил здесь пройти, посмотреть лес. Здесь даже тропинка. Вот тут. Прям хорошая тропинка. Или звериная тропа. Или же человек. Может где-то и у кого-то. Как же. Промысловая тропа, я имею в виду. Пока здесь пройду, потом снова выйду на дорогу. Здесь круг, ну я не знаю, километра 3, наверное, будет. Потом на дорогу выйду и там буду решать, что дальше, как быть. Хочется еще вдоль одного болота пройтись. Прям пересечь это болото, клюкву посмотреть. Вот. А в остальном тишина, даже рябчиков нету. Вообще, хоть пускай даже вот не добываешь, но хоть взлеты были бы, и то интереснее. Рассказать, показать. А так иду, и шум, очень шумно. Вот, вот, если где-то взлетит кто, просто я сегодня не услышу. Или от меня кто-то взлетит, я не услышу, куда он сядет. Очень шумно сегодня. 15 метров в секунду это не для охоты. Но и у меня другого варианта нету. Потому что сейчас 2 дня вот хорошие, более-менее без дождя. Потом снова дожди, непонятно, докуда будет. А там уже я соберусь и уеду на неделю там охотиться. Вот. Этот момент еще я для себя выбрал, чтобы вот просто ходовую охоту, проверка. Пройтись, посмотреть. Но не обнадеживает совсем. В прошлом году за такое время я уже добыл одного рябчика, в этом году пока пустой. Вот по такой дороге приятно ходить. Вышел вон оттуда. Прям напрямик срезал. В общем, куда хотел идти, поменял курс. Вот. Здесь по дороге пойду, потом снова в лес. Ветрено тут. Ни одного косача нету, как ни странно. От дороги бы они поднялись, куда-то сели, да нифига. Нифига, ребят. Или из-за ветра где-то он сидит, птица. Непонятно, пока не понимаю, где искать. И место хорошее, старые вырубки, вон как в подсадках хорошо выходит. Лесопунтовские, вырубки. Вот это понимаю. Не вспахано, как сейчас пашут. Вообще бардак. Почву все разрушают, а это новый лес уже здесь стоять будет. Вот так, Тулан вон там. Тоже медленно, спокойно идет. Что-то перестал ловить. Оставил, ушла собака. Вон она.
Кого он тут лаял? Подошел прямо под дерево, ребята. Но я никого не увидел. Вон он тулан. Вон. Уже тут. Рассмотрел все деревья. Высокие вот. Вот где-то вот тут он лаял. Что-то он перестал и... Может просто запах у кого-то учуял там. Или рябчик был. Он смотрит. Ну, в общем, немножко хоть полаял, и то хорошо. Какой там шум крыльев. Ничего не услышишь сегодня. Хрустит, бля. Капец, ребят. Черники. Черника тут вообще навалом. С брусникой. Хорошая кормовая база. Вот, пожалуйста, брусника и черника. Вот. Просто дофига. Вот, ребят. Такой компот получается. В общем, для птиц все есть. Корм достаточно. Брусники, черники, клюква в лесу есть. Но птиц почему-то пока нету. Вышел к болоту. Да, смотрите. Такие козырные места прохожу, бля. Вообще. Это край болота. Сейчас буду к краю болота идти. Край вырубки болота. Здесь, и если тут нету никого, то сливай воду нафиг. Тишина, ребят. Вот здесь еще на вырубке один рябчик взлетел. Но я слышал, что это был рябчик. Я не видел его. И собака туда тоже устремилась. Ну туда. Скучает. Некого лаять. Некого, ребят, некого. Прошлогодняя история повторяется. В прошлом году такая же картина была. Но давайте еще так скажу, что возможно погодные условия сегодня не те, что вот дичь вот много ходила по земле там. Возможно, это тоже роль играет большой ветер. Но всякое бывало, и в ветреные дни охотился, там бывало там они сядут на деревья шатаются, там прицеливаешься, ловишь момент, когда дерево остановится, чтобы выстрелить. Всяко разные погоды я охотился. Когда есть птица, видишь, и ветер, и в дождь, и... Но был один случай, давайте я перерасскажу. Уже рассказывал я об этом. Я был на охоте на второй избе тоже, без собаки. Охотился на рябчика. На рябчика охотился, и я вот так и стою, и вдруг услышал какой-то вот такой вот звук крыла. Я не понял сразу. Так, подожди. Да, налево повернулся. Я помню даже, вот так стоял, налево повернулся. И где-то 1,5 метра, наверное, от земли на меня прям летела кополуха. Я, знаете, вот навскидку ружье так скинул с плеча. И в упор она летит так. Выстрелил. И у меня эта птица напополам разорвала, думаю, что-то пошло не так. 2 птицы упало сразу, и 1 побежала. Верьте, не верьте. А оказывается, ребят, когда я навскидку вот в упор стрелял, у меня
со ствола дробь пошел как пуля. И это дробовой заряд у меня задел крыло копалухи, прям плечевую часть. И крыло упало, и туша упала, и птица начала бежать. Вот поэтому и говорю, там 2 птицы упало. И знаете, вот этот копалуху я добрал, добрал. А дело в том, что через 2 минуты, наверное, пошел такой плотный сырой снег. Непогода началась. Просто не началась непогода. И эта птица летела, как сказать, соснового леса, где более-менее сухое место. Ягели нету, там как бы мох, но сухое. Местами ягель, местами мох. Вот, ну, в основном мох, и местами ягель. Где-то она кормилась, наверное, и непогода началась, и она летела, знаете куда? Вот в сторону реки, где ельник, мелкие деревья, трава, кустарники, и она туда. Наверное, прятаться летела. Может, там уже ночевать летела, вечером дело было вообще. Возможно, вот тоже в такую непогоду где-то птица сидит именно в густой тайге, в ельнике, именно в густой ельнике, непроходимой тайге, где вот пешком просто ходить тяжело. А он там сидит, она там сидит. Там кормовая база идеальна для них. Спросите, что там может есть там птица. Там, ну, я много раз уже показывал вам, там в сырых местах растет трава, как палец, такая ребристая. Другой раз как-нибудь покажу тоже. И вот этим питаются. Глухари просто обожают эту траву. Просто вот начнешь потрошить, и постоянно эта трава у них в желудке. Постоянно. Они иголку кушают. Сейчас уже скоро перейдут на иголку. Им даже и черника, и брусника неинтересно станет. Им иголка нравится. Как остальной птице березовые почки. Листва выпадет сразу на березы они. Я не знаю, черники море, брусники море. Нет, им надо вот почки березовые. Вот, ребят, болтаю, так как нечего снимать пока в данный момент. Сейчас я буду пить кофе и иду дальше. Сейчас тяжелый путь еще будет. Мне уже здесь знакомые места. Как бы я иду, не буду таить, в сторону второй избы. Здесь уже как бы все знакомо становится. Я здесь даже и без навигатора, без компаса знаю, где какие болота, где дорога, где какие вырубки, где обычно обитает глухарь. Что посмотрим. Вот такая вот погода, что поделаешь. Выбор маленький. До этого штиль был как летом тепло. Я в такую погоду не хожу на охоту, не хочу. Мне нравится вот эта стихия такая вот, когда уже снег начинается, непогода, вот, прохлада. Вот после 14 октября, вот, покров день, там уже, и уже начинается более-менее такая вот. Во-первых, дичь вкусная, уже и с 15 октября откроется охота на куницу, там тоже. Самолет или гром. Возможно, даже и дождь будет. Смотрите, какие тучи над головой. Что-то гремит там, хрен пойми что. Собака ушла на поиски. Я не вижу его. Ладно, сейчас я попью чай и кофе и идем дальше. Начал переходить болото. Шикарное болото, такое огромное. Тулан
пока не появлялся. Не знаю, насколько мягкие буду здесь переходить. Еще пройду. На другую сторону перейду, потом уже буду идти по другой стороне. Наконец-то первый взлет. Тетерка была. Серая. Вон там. Он оттуда дернулся. Улетел вон туда куда-то. И ветром унесло его. Ее на 10 километров. Вообще даже близко не сел. Даже близко не сел. Как будто шуганная птица. Здесь вообще никто не ездит, не ходит. Вот такие дела. Вышел на вырубку. Это, ну как сказать, лет 3 или 4 на этой вырубке. Но иногда тут встречаю косачей. Издалека там с земли он выскочила, она. Почему-то тоже одна. Нету выводков. Представляете? Рябчики, что вот встречались, там тоже самочки. Кополуха, не кополуха, а тетерка. Тоже самочка. Вот так. Ну и какой там только проводил вслед глазами и все. Чтобы вам заснять, я даже и не вытаскивал видеокамеру. Не успел, просто не успел. Ругают за сбор грибов. Грибница погибает там. Ножки оставляю. Вот где погибают грибы. Вот вам ножки дорожки. Это маленькая часть, уголок вырубок. Дальше еще интереснее. Вон волок идет туда, сюда. Там, блин, ну я не знаю. Просто скоро не останется леса, чтобы охотиться в этом лесу. Вот тут точно грибы не будут выходить. Вот так вот. Так что лучше молча смотрите и слушайте, как надо собрать грибы. Сколько бы я ни собирал в лесу, он будет выходить всю жизнь. А здесь нет. Чтобы вот эта тайга восстановилась, 100 лет надо. Так что примерно так. Сейчас, ребята, отдохну. И следующий перекур уже будет в избушке. Наконец-то я встал на свою тропу. Там мои зачесы идут. Вот. Сейчас уже по своим тропам буду ходить. Ну, идти в сторону избы. Вот. Там, короче, в одном месте срезал. От трассы через вырубку прошел, потом думаю, срежу. И попал на зачес. Сразу не понял, это мой зачес или что там. Оказывается, ребят, там делянку отвели недалеко, бля, вообще. Вот. И пока там я шел без навигатора до просеки, еще взлетели, ну, минимум 3 рябчика, наверное. Прям взрыв такой произошло. Но я их не видел. Недалеко были, но их не видел. Там ельник. Вот. И все, больше ничего. Ветер не перестает, дует, да, и это завтра еще целый день будет дуть. Больше, кроме рябчиков, никаких взлетов не было. Ну, рассказываю, как есть, ребят. Тулан лег тоже вот тут. Недалеко, совсем недалеко ходит. Очень-очень много голубихи, прям вот все синее. Все синее. Вот. Куда ни посмотри, везде она, голубыка. Везде. Как бы есть чем питаться, но вот видишь, что-то все равно не устраивает. Или недостаточно воды. Сейчас дожди будут. В течение недели, если дожди будут, обычно после больших дождей, когда вот сырые места становятся влажными,
Вот птица вся выходит уже в тайгу, в лес. Обычно так раньше происходило, сейчас не знаю. В прошлом году тоже ждали, но и дождя не было, в принципе. А сейчас поливал так вот вчера вечером капитально, жестко лил дождь, и уже вот столько воды поднялось за сутки. Вот. Ну, ладно, сейчас я попью чай еще. Вот смотрите, пожалуйста, не брезгуйте, но это тут куница. Куница тут отмечает. Обычно вот так на бревнах она оставляет свои пометы. Вот. Ладно, отдыхаю, пью чай, и дальше в путь. Вон, ребят, медведь. Медведь тут ходит. Засранец срет, идет. Вот основная масса. Черникой питался. Чем ближе к избе, тем интереснее. Блядь, медведь тут живет. Один раз тоже вот так брусничные следы видел. Потом я отошел, в другом направлении пошел, думаю, здесь медведь. И, короче, прям попал на него. Прям вот вышел на него. Он кормился. Бруснику ел. В точь-точь так же следы. Туда иду. Вот, ребят. Нелегко, но добрались. Уже на горизонте появилась избушка. Сейчас я вам покажу его. Вот она, наша изба. Вторая.